Сумасшедший бабай вырвался на сцену к тинчуринцам и заслужил аплодисменты. В театре прошла премьера по пьесе польского драматурга Славомира Мрожика. Какие нюансы приобрела эта комедия абсурда с учетом колорита Национального театра, узнала Маргарита Паснова. В спектакле «Сумасшедший бабай» всего 4 персонажа, если не считать ружье. Кстати, тяжелое, хоть и бутафорское. Здесь, как у Чехова, если оно есть на сцене, значит, обязательно выстрелит. 1,5 часа, что длится спектакль, это прием окулиста. Правда, происходящее на сцене больше напоминает хаос. Пожилой пациент хочет убить Кароля, а зачем – неважно. На татарской сцене комедия абсурда Славомира Мрожика ожила впервые. Татарские артисты, как сказать, и вообще национальный театр прежде всего славится своим темпераментом. Таким буйным национальным темпераментом. Соответственно, здесь приходилось иногда просто это прижимать. Историю про Кароля Рашид Загидуллин прочитал еще учась в Щукинском. Тогда пьеса показалась слишком уж странной и абсурдной. Но спустя годы многое стало явью. Самый простой пример – мобильные телефоны. Кстати, участники спектакля заранее выезжали на Каму для съемок. Благодаря этому представление время от времени превращалось в немое кино. Кама же она большая река. И когда стоишь у одного берега, другого берега не видно. И действительно, то, что вот на этой пустоши стоит вот эта дверь, и как два человека стоят, смотрят в эту дверь, это действительно и есть, наверное, тот абсурд наш сегодняшний. Постановка требует максимальной собранности. Главные герои весь спектакль проводят на сцене. Салават Хабибуллин сегодня впервые играет большую роль. Репетировать «Сумасшедшего бабая» артисты начали в ноябре. До этого долго работали над переводом, сделали выжимку из 3 русских версий. Впрочем, публика услышала и польскую речь. Маргарита Паснова, Александр Мальцев, ТНВ, Казань.